ты какой-то фиговый. Что значит? Расслабиться перед эфиром, да? Молодец. Первый раз. Это у Марка нет волнения, он тут каждый день, Есть. а у нас все равно как-то... Все равно есть. Есть, да? Конечно. Никуда не денешься. От любви. Ну, как профессиональная привычка, если отработанный материал, люблю бросать на пол, чтобы он не мешался. Бросай. Можно, наверное, без отчества, в принципе, это или что, это так важно, что ли, отчество? Нет, не важно. Мне кажется, конечно. абсолютно ни к чему. Селфи, что ли? А, Михаил звонит. Миша. Алло. Да, это Рустем. Подскажи, пожалуйста, вот мы сейчас в эфир выходим. Юноши. Да, у нас тут с мобильной связью не очень хорошо. Да, юноши с какого возраста у нас борцы? У нас реклама. Ну, условно, юноши там с 55 килограммов, то есть, что сказать, лет 16, что ли? У нас сегодня и про историю, и про то, что происходит сейчас. Хорошо. Нам вообще, как я понимаю, самая главная задача — это рассказать людям о том, что происходит. Да, да. Давайте я еще все-таки вам потому что... Будете двигаться, таскайте за собой. Самое главное сделать акцент, что у нас творится в Ярике, реально, да, и пригласить на то, что мероприятие, которое состоится у нас в Да, да. А это уж история постольку поскольку. Ну, слушайте, история это тоже интересно. Да. Но мы же об этом говорим уж каждый год. И все равно слушайте, это Конечно, меняется, конечно, правильно, народ сегодня один. меняется. И что было год назад, это даже человек, если слышал, его забыл. С татарским акцентом говорите. Да как удобнее. Как у нас президент, он уже постоянно так нормально по-русски говорит все, а как вот все официально, он начинает акцент татарский, что Ну правильно, правильно, надо напоминать о том, что... Владимир Владимирович, уважаемый Владимир Владимирович. Вот это вам текст дали, да? Жирными написано. Это как можно опираться, как вы задаете, да? Нас подхватываете, чтобы монолога не было. Слушайте, это на самом деле Вы это не будете так лезть важно. на наш разговор. Я вот разве что, если мне там что-то будет непонятно, я, может, попрошу вас что-нибудь уточнить. Но на всякий случай жирно это ваше. Да. Так что- Я буду на это опираться. Если вам кажется, что мы очень долго там читаем, рассказываем, вы можете... Да бросьте, у нас времени навалом, нам на все хватит, не волнуйтесь. А если мы быстро закончим, тогда что? Тогда, если А тогда звонки примем, ничего страшного. Вообще, как правило, времени не хватает. Да. Лишнее время очень редко остается. Ну, значит, я когда скажу свадьбу, слушай, да, происхождение названия праздника, что мы так будем. Как мы перейдем с одного на Ну другое. все, будем готовы. Кондиционер не будет выключен, да? У меня будет. Сейчас, да, давайте выключу. Сейчас он еще подует полминутки и отключится. Все, поехали. Всем добрый день, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы» Ярославль. Я Марк Нуждин, и сегодня мы возвращаемся к циклу передач «Этнопанорама Ярославской области», которые у нас проходят в рамках реализации в нашем регионе стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.
По инициативе правительства области эта политика реализуется и у нас тоже. И мы сегодня хотим рассказать вам о татарско-башкирском празднике Сабантуй, который татарская община будет в Ярославле отмечать в ближайшую субботу, уже в этот выходной, 8 июля. Сегодня в нашей студии зампредседателя Совета Ярославского регионального общественного объединения «Татар НУР» Рустем Ильхамович Абдрахимов. Здравствуйте. Здравствуйте. И член Совета Ярославского регионального общественного объединения «Татар НУР» Ландыш Фаритовна Габидуллина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, в связи с чем вообще мы здесь собрались. Конечно, непосредственная причина нашей программы, она не только в празднике, а еще и в том, что у нас в Ярославле живет очень большое количество людей разных национальностей, которые, находясь здесь, продолжают сохранять свою национальную идентичность. И наши местные жители, ярославцы, хорошо воспринимают тех, кто в нашем регионе приехал, и соответственно, приехавшие хорошо относятся к тем, кто живет у нас здесь. Это не пустые слова, это подтверждается статистическими данными и низким уровнем межэтнической напряженности, которая у нас фиксируется, вот буквально с 90-х годов, с того момента, как на это начали обращать внимание. У нас, согласно официальным данным, живут представители порядка 150 национальностей и этнических групп, более 3 десятков только официально зарегистрированных этнокультурных объединений, включая национально-культурные автономии. И, конечно же, эта ситуация сложилась не сама по себе, она получилась благодаря неустанной и кропотливой работе со стороны и власти, и органов местного самоуправления, и разных общественных организаций. И вот межкультурный диалог является главным инструментом сосуществования больших групп людей разных национальностей между собой. Вот этот культурный диалог мы и хотим поддерживать, в том числе и нашими программами. Сегодня мы расскажем вам о том, что собой представляет Сабантуй как явление историческое и культурное, ну и, разумеется, о том, что будет проходить в Ярославле в эту субботу, на что можно будет сходить, посмотреть, в чем принять участие всем жителям нашего региона. Давайте начнем с истории. Есть вообще какие-то данные, какие-то сведения о том, откуда появился Сабантуй и с чем он связан, что, собственно, отмечается? Любимым праздником татарского народа издавна является Сабантуй. По мнению ряда исследователей, он имеет тысячелетнюю историю. Во всяком случае, еще в 921 году этот праздник описал багдадский посол Ибн Фадлан, прибывший в Древний Булгар. Сейчас Сабантуй приходится на июнь, когда заканчиваются посевные работы, а в прежние годы праздновался перед их началом, в конце апреля. Само происхождение этого татарского праздника Сабантуй связано с обрядами общественных молений и жертвоприношений в честь Бога, неба и солнца. Сабантуй с самого начала являлся весенним праздником, связанным с пробуждением природы и началом весенних работ. Его происхождение связано с бытовавшими у ряда древнетюркских племен и у других народов мира обрядами ритуального вступления в брак с природой. Поэтому первоначально игры и состязания Сабантуя носили сакральный характер. В этом контексте туй это следует толковать именно как свадьбу, бракосочетание. То есть это такой праздник окончания посевной? Да, праздник плуга. Но нужно добавить, что в принципе Сабантуй, если его переводить, то получается сабан или хабан по-башкирски. Это слово, древнетюркское, означает плуг. А непосредственно уже туй, то есть торжество, если мы это все сложим, у нас получается праздник плуга. Вы правильно говорите, и люди собирались и как раз проводили этот праздник именно для того, чтобы они просили у Бога, у Аллаха, чтобы был хороший урожай, чтобы было дух природы, от милости, который зависел от жизни этих людей. И таким образом, вот этим праздником они как раз и просили у Бога хорошего урожая. То есть люди со своей стороны все сделали? Да, и теперь просили Бога, чтобы был удачный, хороший урожай. Вот в этом-то и связана основная суть этого праздника. Хорошее, надо сказать, вот это вот зерно, которое в нем заложено. А почему татарско-башкирский? Татарами и другими народами, проживающими в Поволжье, Сабантуй праздновался уже в X веке, о чем свидетельствуют археологические находки. А вот башкиры действительно были кочевым народом, поэтому земледельческие культы им были не свойственны. Сабантуй как праздник башкиры перенимают у татар только по мере колонизации последней территории современной Башкирии. И это происходит из-за того, что у них многие обряды, многие традиции и по языку есть схожие близости
во всех бытовой жизни. То есть получается, что те, Они- кто занимался земледелием, те отлично понимают содержание этого праздника. Вот Да, для кочевых да, народов он был понимаю. все-таки... Но все равно хочется сказать, что первые праздновали Сабантуй, первыми праздновали татары, а потом только уже перешло башкиры. Но я хочу здесь добавить, почему именно татаро-башкирский. Здесь, наверное, какая-то соль ярославская есть, потому что башкиры не хотят делать, вот скажем, да, собираться, Сабантуй. проводить свои сабантуи. Они как бы все башкиры, которые есть в Ярославле, они все равно участвуют в наших, во всех мероприятиях. Они есть члены именно нашей татарской общины. Не хотят вот они башкирскую общину делать. А когда идет сабантуй, они уже ревностно относятся. То есть мы бы с удовольствием назвали его татарским праздником. Но учитывая, что в наших рядах есть башкиры, поэтому мы вот просто назвали его татаро-башкирским. Ну, на самом деле, Вот как я это понимаю, суть ярославская общая, суть, да. Да, ну, это здорово. Что включал в себя праздник в старину? Существовали же, наверное, какие-то обряды, без которых он не обходился. Ну, готовились, конечно, к сабантую заранее. Все понимали, что это такой великий праздник, и чуть ли еще не с зимы. Девушки уже, молодые женщины, готовили подарки заранее. Ткали там, шили, вышивали. И уже весной, скажем, перед началом праздника, молодые джигиты собирали по всей деревне подарки для будущих победителей. То есть, как бы даже и подарки уже собирались внутри своей же деревни. Вышивались платки, полотенца, куски там ситц, рубашки, все, что там было, вплоть до куриных яиц. И самым почетным подарком, конечно, считалось национальное, вышитое вот это узором полотенце. Кстати, такие полотенца тоже будут представлены у нас на Сабантуе. Сбор подарков обычно, конечно, сопровождался уже веселыми песнями. Это вот ходили ребята прямо по деревням, шутки там, прибаутки. И все подарки привозились к длинному шесту, так скажем, к флагу сабантуйскому. Иногда джигиты даже обвязывали себя собранными полотенцами и не снимали их аж до конца церемонии. Ну, естественно, аксакалы своего рода, совет Сабантуя, они назначали жюри для награждения победителей. Ну, всякие состязания, они, конечно, со временем менялись, но в основном они оставались те же самые. То есть они следили за порядком, который на Сабантуе. Ну и самой кульминацией праздника, это, конечно, был Майдан. Ну, в разных местах это, конечно, организовывается по-разному, но вот в деревнях, откуда вот идет этот праздник, это, конечно, Майдан. Это была большая площадь, в общем, на которой происходили все эти состязания в беге, в прыжках, в борьбе в национальной. Ну и, конечно, были традиционные конные скачки. Конечно, самое сложное это конные скачки, которые, к сожалению, нам пока не по силам проводить. Но традиционную борьбу крэш, нашу татарскую борьбу, вы тоже, конечно, увидите в эту субботу. Если говорить дальше про борьбу крэш, чтобы вы понимали, у нас в Ярославле даже уже есть секция по этой татарской борьбе. На основании вот греко-римской борьбы нашей ярославской уже ребята участвуют и в татарской борьбе. А в чем отличие? Ну, отличие в чем? То, что татарская борьба, она борьба на поясах. Это как? Да, с помощью поясов. То есть противнику, сопернику набрасывается на спину пояс, обтягивается, и в такой позе вот они и борются. То есть ты должен поднять противника с помощью этого пояса и в воздухе перевернуть и положить его на лопатки. То есть вот это чистая победа. Но там есть всякие нюансы, конечно. Ну, то есть все это вы сможете вживую смотреть, потому что так достаточно да, сложно. это очень интересно, и вживую это все можно увидеть. И начинается у нас эта борьба с детей. То есть и дети, вот в шуточном виде, дети могут в этом деле, любые дети, поучаствовать, юноши, взрослые. То есть это все мы увидим в эту субботу. А вот еще по поводу этой борьбы, Да. то есть удары все-таки наносятся? Удары не наносятся. Вот Ага. именно суть в том, чтобы противника оторвать с земли, чтобы он ногами оторвался, в воздухе его перевернуть и положить на лопатки. Понятно. Ну, Да, то есть, вот как бы суть. особо такого вот травмоопасного момента в этом нет. Ну, я не могу на этот вопрос ответить. Ясно. Это я просто к детям. И Ну, вообще- кулаками, ногами там не ударяются и не бьются, как бы, да. Нет ударов, а вот чисто за счет силы. Поднять противника, в воздухе его развернуть и положить на лопатки. Я вообще смотрю, что у многих народов нашей страны в традиционной борьбе, которая является частью культуры, отсутствует вот этот элемент удара. То есть в разных правилах разные критерии победы, но в целом противника нужно либо заставить земли коснуться там, рукой, не ногами,
либо уронить, либо вытолкать куда-то. Но вот именно вот такого вот агрессивного момента в них нет. Но это в сторону... Извините, Марк, да. я еще хочу добавить, ведь мы же даже участвовали в чемпионате России и Татарстана. И наши борцы есть даже призеры. Вот ярославцы, ребята, есть даже призеры. А команда ярославская заняла в одном из чемпионатов России по кряж аж даже 4-е место. Если вперед пропустить традиционно татар, там башкир, сами понимаете, это почти там 1-2 место. Вот такая история. Ну да, все-таки те регионы, где очень много татар и башкир, понятно, что у них больше выбор, больше шансов подготовить хороших бойцов. И Специалистов больше. Сложно с ними. А еще я вот обратил внимание, пока вы рассказывали про Сабантуй, что на самом деле праздник носит такой характер именно праздника земледельцев, потому что в тот момент, когда посевная закончена, еды у людей не так уж и много. И получается, что основным элементом служит как раз полотенце. То есть то, что люди делали зимой, готовили, да, всю зиму готовили, вот они теперь, наконец, большой труд сельскохозяйственный закончили, и у них появилась возможность плоды этого труда показать. И это достаточно сильно отличается от традиционных осенних праздников, когда главным элементом является еда. То есть вот что мы собрали, мы можем всем вот этим вот похвастаться. Здесь же главный элемент это то, что за зиму готовится. Но давайте перейдем к тому, что делается сейчас в рамках Сабантуя. Сначала о том, что в принципе вообще делается в Татарстане, в Республике Башкирия, потому что там наверняка эта традиция сохраняется в полном объеме. Издаются указы, постановления о подготовке сроков проведения этого праздника. Назначаются также оргкомитеты из руководителей самого высокого ранга на каждом уровне: село, поселок, район, город, республика. Определяются источники финансирования, так же как и все это делается, происходит, организовывается вот в Ярославле. Старинный праздник постепенно дополняется, конечно же, и другими современными традициями. Однако основные черты торжества сохраняются, переходя из века в век. Это, как уже было сказано, борьба, бой мешками, бег в мешке, также для детей бег с яйцом в ложке или с ведром воды на коромысле. Но все равно любимым развлечением многих остается лазание на гладкий столб, что помогает выгодно показать свое мастерство. В общем, национальный праздник Сабантуй обычно происходит в 3 этапа. Начинается празднование в деревнях и в селах республики в первую субботу после завершения посевной. А через неделю народные гуляния проходят уже в городах. Через 7 дней грандиозное торжество проводится уже в столице Татарстана. В административных районах устраиваются специальные праздничные площадки, обычно на большом поле Майдане, где проходят различные состязания между настоящими джигитами, гуляния народные. А в ипподромах обязательно устраиваются скачки. Кроме того, в деревнях и селах сохраняется традиция сбора подарков. А в Ярославле, наверное, Нет. в полном объеме все-таки это очень сложно воспроизвести. В полном объеме нет, как было уже сказано, вот у нас нет ипподрома, вот это все мы не проводим. Также и сбор подарков мы не производим, только В магазинах производим сбор подарков. да, то, что есть какие у нас средства, да. Так, а что же тогда будет здесь? Здесь будет у нас участвовать все желающие артисты. Министерство Республики Татарстан направляет к нам артистов с Казани. Также выступают активисты, самодеятельность. Соревнования, если вот насчет соревнований будем говорить, они оцениваются по олимпийской системе. Будут у нас армрестлинг, поднятие гири, перетягивание каната и куреш, уже как было сказано. А народная забава – это шуточные состязания и игры проводятся на специально заранее подготовленной площадке. Для детей специальная площадка будет у нас, а для взрослых Ладно, разреши, я тебя дополню. Да. Вот у нас ведь очень мало семейных праздников. Мгм. Вот именно которые можно провести семьей. И вот Сабантуй один из праздников, где и детям найдется чем заняться, и И родителям, взрослым. да. Никто Поэтому без вот подарков не такой уйдет. очень хороший именно семейный И праздник. мужчины, и женщины, и дети, и бабушки даже могут участвовать в разных. Для них очень много разнообразных забав будет. Это бег с ложки во рту с положенным на нее яйцом, бег с ведрами на коромысле, бег в мешках также для взрослых и для детей, бой с мешками, да, сидя на бревне. Ну, любимое который- разбивание глиняных мешков палками. Кстати, в этом году горшков, да, горшков разбивание палками. горшков. Мгм. В этом году была проблема. Ведь как, понятно, что это глиняный, нормальный, красивый горшок, ну зачем его ломать? Да, это точно. Да.
Была у нас тут одна организация, где мы всегда эти горшки брали. В этом году приезжаем, он говорит, а мы это все превращаем, ломаем заранее, чтобы меньше утилизировать. Да, и вот они нам пообещали, что вот за эти оставшиеся 2 дня они не будут их бить, постараются побольше сделать брак. Да, для того, чтобы мы смогли забрать эти горшки и на Сабантуй поразбивать. Да, вот такой веселый случай. Все пригодится, все в дело пойдет. А уточните, это где? Это подзеление. Ну, если непонятно, допустим, так простому человеку объяснить, это вот как раз где у нас был старый картодром, это между центральным пляжем на реке Которсель и Даманским полуостровом. Вот если идти тут мимо картодрома, вот эта зеленая площадочка, вот как раз традиционно... То есть надо подъехать к Спартаковцу, а дальше можно пешком пройти? Нет, это можно в любой, значит, это можно от площади Богоявления идти в сторону Даманского полуострова, либо вот Пожарского к Часовне. Где музыку услышите, туда. Где музыку татарскую, да, веселую слышите, там уж не промахнетесь. Понятно. А и время давайте уточним перед тем, как говорить о том, что там. В 12 часов мы уже готовы принимать гостей. То есть у нас будут ходить в национальных костюмах девушки, ребята будут угощать чак-чаком. Ну и где-то вот так прогулка у нас продлится, а торжественная часть начнется в 13:00. Да, ну небольшая торжественная часть, а после всего уже начнутся наши игры, начнутся наши соревнования. То есть активно фаза начнется с 13:00 торжественной части, и в 14 уже начнется сам праздник. А когда имеет смысл подойти, чтобы не опоздать? То есть до скольки вы там будете? Ну, у нас традиционно это до 17, до 16, до 17 часов у нас проходит, все это мы дело успеваем. И, конечно, ну, кульминацией это после борьбы кряж дарим главному батыру живого барана, да, это происходит очень весело и радостно. Или если вы хотите увидеть, не пропустить момент, когда кто-то залезет на столб и освободит оттуда петуха, а петухи они бывают разные, кто-то старается не сразу же оттуда слетать, кто-то сразу улетает, потом его еще нужно бегать, ловить. То есть тоже такие интересные моменты будут. Кстати, вот получается, что залезть на столб за каким-то подарком на ярмарке, это, в общем-то, элемент Сабантуя. Ну да, в принципе, это у многих народов есть. Так, и давайте еще про спортивную составляющую немножко поговорим, потому что, как я понимаю, кроме борьбы есть еще много вот всего. Ландыш уже перечислял, это и гири, перетягивание каната и так далее, и так далее. Вот. Но перетягивание каната меня особо интересует, потому что понятно, что с гирями это все-таки человек тренировался, и он показывает, на что он способен. А перетягивание каната требует слаженного именно командного участия. У вас какие-то команды уже складываются или все там стихийно? Ну вот вы правильно говорите. Кстати, вот первый раз мы решили с Ассамблеей народов России, с нашим Ярославским отделением, провести небольшое соревнование как бы на Кубок Сабантуя, провести игры. В этом году у нас будет 6 команд. В том числе, значит, свои команды выставят киргизы, таджики, русские, чеченцы, вот мы татары. И то есть вот проведем такое небольшое соревнование по 4 категориям, в том числе вот будет перетягивание каната, бой мешками, будем, значит, бег в мешках и бег с коромыслом. Вот среди вот этих 4 проведем небольшие игры, подготовили мы уже красивый кубок и наградим ту команду, которая первый раз на играх Сабантуя выиграет. То есть это первый раз вот мы попробуем это дело провести. А так, по сути, вот по вашему вопросу, просто собираются команды. То есть обычно это происходит на месте? Да, на месте. Да, судьи у нас профессиональные, они все это дело понимают, то есть собирают команды, жеребьевки. Все это происходит вот, на месте. Заранее никто, если, конечно, придет подготовленная заранее команда, мы будем только рады. Ну, в этот раз, как я понимаю, так и произойдет, просто еще особенным таким бонусом будет то, что та команда, которая победит на этом Сабантуе, она, получается, будет абсолютным самым первым победителем. Самым первым, да. Историю творим прямо вот сегодня. Да. И еще по поводу баранов. Все-таки я так понимаю, что если, конечно, победитель получит живого барана, ему нужно будет что-то с ним делать. А ведь это может оказаться городской житель, который просто, вот ему зверюга-то ни к чему. Ну, я начну тоже с истории, в общем-то, с бараном. Ведь у нас Сабантуй-то проводится в нашем городе уже с 2003 года. Я говорил с нашими аксакалами, которые стояли у истоков. 15-летие в следующем году. В этом году как раз юбилейный, 15-летний наш Сабантуй. 15-й раз проводится в городе Ярославле.
И нужно сказать, что не один год мы, в общем-то, с 2003 года ни разу не пропустили проведение этого сабантуя. Я начал говорить о том, что эти наши аксакалы, которые стояли у истоков, это Хайрулин, допустим, да, Калимулла Юрулович, Нургали Хайрулин, можно Рушаню Вазыховну сказать, Байбекова Рушаня Вазыховна, да. Они рассказали некоторые интересные истории, в том числе вот про барана. У нас был сабантуй, в котором, к сожалению, Батыр выиграл этого барана, он сбежал. Да, он сбежал, и его ловили, в общем-то, и буквально его поймали на юбилейной площади этого барана. Благо он убежал недалеко, проходило как раз в юбилейном парке, и такой момент был с бараном. А так, по сути, иногда нам приходится дважды. То есть сначала мы приобретаем баран для приза, а потом мы его же приобретаем уже у победителя. То есть у нас получается как бы вот так. То есть если человеку баран не нужен, естественно, мы у него покупаем, а потом уже сами принимаем решение, что с ним делать. И Понятно. такое бывает. Но, как правило, все бараны увозят с собой. Ясно. Да. Ну, значит, нужные и хранящие традиции люди в конце концов оказываются победителями, а еще до этого принимают участие в этом конкурсе. Ну и давайте все-таки про еду поговорим тоже, потому что вы чак-чак уже упомянули, а что-то еще будет? Конечно, будет. Татарский плов на баранине с добавлением разных овощей. Губадию обычно мы делаем. Перемечи будут продаваться, да? Слушайте, тут нужно про каждое это кушанье рассказывать отдельно, потому что и кухня имеет свою специфику, а самое главное, вы произносите такие слова, про которые тоже нужно рассказывать, потому что вот мне даже не все удастся воспроизвести, если придется это сделать. Расскажите, пожалуйста, про национальную кухню немного. Что у вас там будет? Да, в татарских семьях рецепты национальной кухни хранят и передают из поколения в поколение. Как уже было сказано, лучшие блюда готовят из мяса, поэтому они сытные, вкусные. Применение находят в основном баранина, говядина, мясо, птицы. Татары, потому что они бывшие кочевники, поэтому они научились заготавливать продукты животноводства. Также катык, ремшек, курут, кумыс готовят из молока коз, коров. Любят татары также различные блюда, которые заправляют зеленью. Из напитков предпочитают чай, зеленый, черный, травяной. Для него собирают и сушат множество растений, шиповник, смородину, зверобой и другие. А в качестве первого блюда обычно варят суп, например, пуламу. Для него готовят мясной бульон из 3 сортов мяса, гусятины, говядины и баранины. Когда он готов, его процеживают, добавляют в него лук, картошку и лапшу, варят до готовности, заправляют нарезанным мясом, подают зеленью. А к чаю пекут разные сладости. Это чак-чак, которые делаются, заправляются с медом. Ну, его, по-моему, все знают. Я уже, да, как уже... Но не все умеют делать. О, это точно. Да, чак-чак – это наше традиционное сладкое блюдо. Беляши из мяса, с картошкой. Ландыш, можно я тебя перебью вот про чак-чак, да? Тот чак-чак, который продается в магазинах, это одно, а есть самодельный чак-чак. И мы часто, даже каждый год посылаем в Татарстан, нас, в общем-то, Татарстан поддерживает, обучают кулинарии, да. И в том числе вот наши представители ездили учиться, как делать правильный чак-чак. И этот правильный чак-чак вы как раз увидите в субботу, до начала праздника, да, у наши молодые девушки да, будут стоять, будут угощать всех именно самодельным чак-чаком, а не тот, который продается в магазинах. Которые старинные пекли, делали чак-чак. То есть это вот прям указание тем, кто пойдет, имейте в виду, не пропустите, потому что успейте, это будет эксклюзив. Успейте. Да. То есть, не стоит задерживаться, а то все закончится до вас. И если есть еще какие-то вот кулинарные акценты, мимо которых нельзя пройти, то скажите о них тоже. Да вроде все. Самое главное, конечно, быть плов. Вкусный плов, вкуснейший плов. С мясом. Обратите внимание. Обратите внимание, с баранины вкуснейший плов будет. И еще один момент. Все-таки Сабантуй в Ярославской области это праздник неофициальный. То есть люди хотят его отмечать, они его отмечают. А, наверное, в Татарстане это государственный праздник. Есть вообще где-то, где он отмечается на официальном уровне? Да, в Татарстане он приобрел статус государственный, да, уже государственного праздника.
А так гуляют, народ гуляет в Сабантуе уже много лет, не только на нашей территории, а и во всех уголках мира. Это США, Турция, Прибалтика, Финляндия, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Стамбул, Берлин. В Париже в этом году, я, наверное, было... многие видели, по первой программе показывали, да, по телевидению. Также... Подождите, они раньше, что ли, отмечают? Почему Париж уже отметил? Ну вот, как-то уже отметил, да. Так Земная раньше их закончилась. оргкомитет так решил. А также вот зовут нас и в Китай, в Финляндию, в Казахстане. Наши друзья есть. Есть, конечно, желание в будущем как-то там побывать, солнце увидеть, раз так зовут. А только в нашей стране каждый год Сабантуй отмечается в разных регионах. В Тюмени, Астрахани, Челябинске, Ульяновске, да? Федеральный Сабантуй у нас было в Астрахани. В этом Где году мы был были в Астрахани, да, мы в даже, Нижнем- наш представитель, да, мы отправляли, был представитель в Астрахани, приехал, все рассказал, каким образом там все это происходит. поделилась Ну там только впечатлениями. масштабы, конечно, большие. А когда поближе мы сами ездим. В прошлом году мы Нижний ездили в Нижний, Новгород. да, Новгород. Мгм. Прямо взяли автобус, то есть делегаты, мы выехали, посмотрели. В Самаре также был, в Екатеринбурге ездили наши делегаты раньше в какие-то года. Федеральный Ведь Сабантуй. кроме уже. еще Сабантуя федерального, есть еще и сельский Сабантуй. Он также федеральный проводится. И у нас тоже идея есть провести и сельский Сабантуй как-то. Вот мы сейчас об этом думаем. Кроме Ярославского, может быть и сельский Сабантуй. Провести Ну, где-то в это деревне, в каком-то Вообще вот правильно. в районе. Потому что Где если такая это появилась? праздник, который связан с сельскохозяйственным циклом, то тогда, наверное, и нужно, чтобы эту традицию сохранять, как-то тоже ближе к земле его проводить. А вообще я поначалу удивился, что, значит, во Франции, получается, в Париже уже провели, а у нас еще не провели. А с другой стороны, ведь почему в один день все должно происходить? Это же не праздник, который приурочен там, к годовщине какого-то события. Посевная закончилась, поработали, значит, вот и провели Сабантуй. Ну, И вы если знаете, уж у нас ведь- лето такое холодное, то получается, что все логично, что Марк, сейчас. если вот посмотреть, был такой вот, может быть, самый проблемный 2009 год, ну почему-то я вот сейчас об этом тоже вспомнил, тогда вообще под срывом был Сабантуй. И тогда собрались, в общем-то, аксакалы, вот помнящие мечети Рустам Хазрат, и также и вот из ассамблеи был Нурел Абдулович. И они буквально нашли какие-то средства и с большим опозданием, чуть ли уже там в конце августа провели Сабантуй. Вот чисто для того, чтобы ну просто как-то это традиционно не пропустить. Да, и такой момент был в нашей истории. Ну, будем надеяться, что не повторится такой момент, потому что праздники, знаете, все время, они хороши чем? Что их отмечают все-таки одинаково и одним и тем же образом на протяжении долгого времени. Тогда это позволяет сформироваться какой-то традицией или не дать ей угаснуть. Поэтому вот очень хотелось бы, чтобы все это сохранялось в том виде, как сейчас. Ведь, наверное, не так уж просто вообще сохранять свою традиционную культуру, находясь в отрыве от своей родины. И поэтому место Сабантуя тут особенное. А скажите, у нас вообще большая диаспора здесь? Да, в общем-то, диаспора у нас большая. Ну, неофициально, вот как мы это занимались, что это может быть даже порядка 15 тысяч людей. Но, к сожалению, вот собрать это все едино, мы этим постоянно занимаемся, не совсем у нас получается. Ну, это вы говорите не только о Ярославле, а о всей Ярославской области. Ярославской области, конечно. А активных членов, вот, допустим, наш НУР в своих рядах там порядка 200 человек. Это которые вот активно являются членами нашей общественной организации и участвуют в всех наших мероприятиях. А что представляет собой ваше мероприятие? То есть ведь НУР это в первую очередь культурная составляющая. Конечно, конечно. Вот перед вами, как вы уже сказали, Ландыш, да, ведь она ведет воскресную школу. То есть мы учим детей и взрослых татарскую музыку. Но лучше, может быть, она даже сама расскажет. В этом году, в этом учебном году проводилось, это я вот вела для того, чтобы у детей было тоже, как сказать, не статус, что-то, цель какая-то, чтобы было интересно заинтересовать их, чтобы они не пропускали занятия. Я вот решила каждое воскресенье последние месяцы проводить какие-то мероприятия. Мы проводили Соревнования, да. Соревнования, да. Также они там получали подарки. Каждый участник получал подарок. Это поле чудес, угадай мелодию татарских песен, естественно, это все на татарском языке попытались проводить.
Было Татар-Каза, где первый раз мы в этом году проводили Татар-Каза 2017. Мисс Красавица. Также мисс Красавица. Маленьких Переводе. девочек, да. Мини-мисс Красавица. И еще что-то другое. Там интеллектуальные игры тоже были. Ну, ходили, вот постоянных у меня их 12. Вот я удостоверение мы подготовили о том, что они обучались сколько-то часов. Будем выдавать тоже на Сабантуе на сцене удостоверения все получат наши ученики. Праздничная атмосфера, А да. так мы стараемся и в других мероприятиях участвовать. Ну, я вот да, вот все юбилеи наших поэтов, да, писателей великих. Мы никогда не пропускаем, тоже проводим чтение, в основном это в библиотеках. Вот это у нас тоже в традициях. Дни пожилого человека, мы знаем и ветеранов наших, знаем именно татар, мы их всегда поздравляем. При поддержке Министерства Республики Татарстан проводили мы в мае, да, «Сильная семья Батыр Вайля 2017» для мужчин и для мальчиков. Для них тоже. Сыновей, да, папа конкурс. с сыном участвовали вот и в интеллектуальных соревнованиях, и в спортивных мероприятиях. Тоже прошло такое интересное у нас событие. Что еще? Много что мы даже уже забываем, потому что дел очень много, мероприятий А по много. поводу татарского языка еще такой Да. момент. Как удается вообще людям объяснять, что татарский язык необходимо сохранять, даже если на нем вот там в школе, в магазине, вокруг, вот везде никто не говорит? Вы задеваете самые Потому такие что сложные вопросы, задаете, да, это в проблема тюркские номер один. семейства входит очень много языков, как я им объясняю. Если знаешь татарский язык, можно понять турецкий, казахов, да, казахский Киргизов. много. 7-8 языков даже можно понять. Даже есть схожие слова с китайского языка, с японского языка, которые истинно татарские слова стали ихними, они ими пользуются. Также есть очень много знаменитых певцов, артистов, художников, которые до сих пор говорят на татарском языке, не забывают о своем языке, даже они уже стали такими известными людьми. Слушайте, вот это вот для меня новость на самом деле, что татарский язык может быть языком межнационального общения, причем такого, ну, не близко родственных наций, наций, которые расселены очень далеко друг от друга. Ну, если говорят, что Иван Грозный знал татарский язык, ну о чем мы говорим? Ну да, кстати, да. Да, поэтому, Вот когда даже- мы приезжали вот в Турцию, был случай, да, когда мы начинали с ним общаться, он даже говорил, так ты татарин, он вот переходил уже даже на ломаный татарский язык, сам турок. Мгм. То есть и такие моменты Про были. Турцию вот вы говорите, у меня муж приехал с Турции, тоже говорит, ой, там я услышал такое слово, кардеш меня называют, а это истинно татарское слово, да, тебя назвали брат, родственник, брат. Вот даже русские вот это замечают, да, они очень схожие языки. Ну что же, в таком случае давайте я еще раз вам удачи пожелаю в сохранении вот этой культурной составляющей. И давайте еще раз напомним всем ярославцам о том, где и когда в Ярославле будет проходить Сабантуй и что там можно увидеть, ради чего туда стоит. Значит, дорогие друзья, в эту субботу на улице Подзеления, это рядышком с пляжем центральном реки Котрасль, состоится очередной 15-й, можно сказать, мини-юбилейный Сабантуй. Всех мы с удовольствием приглашаем на этот наш праздник. Вы увидите, услышите отличные песни, танцы артистов из Казани, нашей художественной самодеятельности. Поучаствуйте во многих играх, аттракционах. Увидите, как будут лазить по столбу и освобождать петуха. Увидите, как борцы наши будут биться за живого барана. Увидите много всяких интересных. Битва на поясах. Вот Битва это не на пропустите, поясах, это потому что очень это интересно очень будет. оригинально. Будут наши сувениры, будет плов, будет очень много национальных блюд. То есть добро пожаловать на наш праздник. Да, имейте в виду, что Сабантуй является не только татарским, это для всех. Все желающие могут тут присутствовать. Это объединяет, Сабантуй всех объединяет. Я хочу поздравить всех слушателей, всех наших гостей с праздником, пожелать им всего хорошего, поблагодарить за трудолюбие, хорошую работу и вклад в развитие республики и страны. И, наверное, два слова можно сказать про наших спонсоров.
Ведь традиционно нам помогает город Ярославль. Огромное ему спасибо. Мэрия Ярославля, он всячески поддерживает нас для проведения этого мероприятия. Банки, в тех банках, в которых, в общем-то, мы обслуживаемся, они тоже всячески помогают. Это нужно сказать и про Акбарс банк наш любимый, про Фору банк, про Альфа банк. Очень много активных татар в Ярославле, которые тоже финансово нас поддерживают. Я не хочу уже говорить все фамилии, наверное, чтобы кого-то забыть, там, не обидеть. Вот. Но самое интересное, допустим, в этом году есть семья Фоминых из Москвы, которые сказали, что вот мы выступим спонсорами и все награды борцам, значит, за нами. Такой момент. Да. В этом году мы также связались с Галимом Сайдгареем, ну, отец нашего легендарного хоккеиста Саши Галимова. Он тоже с удовольствием сказал поучаствовать в этом празднике и, может быть, даже как-то нас поддержит в этом. Огромное спасибо нашим спонсорам, потому что без них... Вот департамент общественных связей. Виктор Леонидовичу спасибо. Спасибо, да, всем, кто нас поддерживает. Хитрову Сергею Алексеевичу огромнейшее спасибо. Да, Ну, должен быть очень большой список. Большой список, я поэтому говорил, большой, что да. лучше, да, не. Ну и еще раз пригласим всех на Сабантуй. Ограничения по возрасту у вас там 0+, так что приходите с детьми. Всего хорошего. Поздравляю вас с праздником. Напомню, что сегодня в нашей студии были заместитель председателя Совета Ярославского регионального общественного объединения «Татар» НУР Рустем Ильхамович Абдрахимов и член Совета Ярославского регионального общественного объединения «Татар» НУР Ландыш Фаритовна Габидуллина. Большое спасибо. Всего хорошего. С праздником. Бекзур Ахмед, сау было вас. Спасибо. Рекламы-то не было. Рекламы не было, да. Сегодня так вот специально. Я в 3 местах неправильно ударение Да, сделала. ладно. Нет, вы сегодня все были в ударе, реально. Я вот редко передачи слушаю там, уставясь в стенку, я обычно здесь. Вот я сейчас был на месте рядового слушателя, меня ничего не отвлекало. Было интересно, реально. Вот теперь я даже подумаю, не начали вообще татарский учить, полезная вещь, оказывается, да? Да. То есть нет, реально шикарная Неожиданно, передача, причем. мне очень понравилось. Меня так. Ну, славно. Добрые слова. Обращайтесь еще. Будем почаще доходить. Спасибо. Вовремя До свидания. со своим краем чудес в конце передачи, когда на личности вы молодцы, конечно, догадались. Дети из Черной речки все-таки вынуждены разъехаться по домам. Отдыхавшие в лагере жители Архангельской области также возвращаются на родину. Всего в Ярославском оздоровительном лагере Черная речка отдыхали более 500 детей.